утро, страна! Доброй раницы, Беларусь! Сегодня 1 февраля, и сегодня понедельник. Мы говорили вам об этом много раз, но вообще о понедельнике говорят разное. Чаще, конечно, ему достается. И все напрасно, ведь именно в понедельник это считается день глобальных свершений. Ну, а еще есть мнение, что в понедельник уровень гормона стресса низкий, наверное, потому что мы отдохнули за выходные. Так что все у вас сегодня, конечно же, будет хорошо. Я вообще считаю, нужно уходить от этих стереотипов, менять свою рутину. Сделать понедельник, например, каким? Легким днем, легким. а какой ты тогда сделаешь тяжелым? А не надо тяжелых дней, все должны быть легкие. Потому что вообще понедельник у нас прекрасный день, знаешь почему? Потому что у нас в гостях Маша Хрусталева. И Маша, доброе утро. Привет. Что ты нам принесла сегодня? О чем будешь рассказывать? О чем буду рассказывать? Как вы уже сказали, сегодня 1 февраля, Да. последний зимний месяц. И сейчас я еще больше подслащу пилюлю и расскажу, что сегодня, 1 февраля, отмечается День десерта. Поэтому 5 таких, которые вас удивят, представляю прямо сейчас. Номер 1 – мороженое с острым хреном васаби. И где бы вы думали, такое можно найти? Конечно же, в Японии. Вкус того, что традиционно подают суши, и именно то, что придает особый так называемый огненный вкус в сочетании с соевым соусом. Но, несмотря на остроту и резкость васаби, мороженое с таким вкусом пользуется большой популярностью не только у жителей Японии, но и у представителей других стран. Также Япония является родиной таких вкусов мороженого, как креветочный, кактусовый и даже вкуса куриных крылышек. А я сейчас предлагаю выбрать, какой бы мы попробовали. А я бы попробовала с васаби, кстати. Все-таки с васаби мне тоже кажется, что это меньше из зол. Лучше, чем Не знаю, креветочное. не знаю, мне кажется, кактусовый, да, ты Да. назвала? Мне кажется, это классика. Сделали заказы. Точно, но я бы точно не попробовала, наверное, со вкусом куриных крылышек. Я бы не рискнула. А вот далее десерт номер 2 называется тавук гёксу. Турецкий десерт состоит из 2 компонентов, которые сложно представить вместе. Молочный пудинг с куриным мясом. Известный национальный деликатес, который подавали османским султанам. В классическом рецепте мясо варят до мягкости, затем разделяют на тонкие волокна и смешивают с молоком, сахаром, дробленым рисом и корицей. В результате получается пудинг. И сегодня в Турции такой десерт можно найти во многих кофейнях. Далее номер 3 – десерт из мороженого и фруктов, или же сандей, под названием «Золотое изобилие». Один из самых дорогих десертов в мире, зарегистрированных в книге рекордов Гиннесса, подается в известном ресторане на Манхэттене в Нью-Йорке. Десерт был создан в честь 50-летия со дня открытия ресторана и продавался за $1000 США. Он состоял из 5 шариков таитянского ванильного мороженого, которые были покрыты съедобным листом из 23-каратного сусального золота, шоколада из бобов какао, привезенных из Венесуэлы, американской золотой икрой и многого другого. За последние 10 лет десерт является одним из самых главных блюд в меню ресторана. И более того, в год его создания он заказывался примерно 1 раз в месяц, что на самом деле, мне кажется, немало, учитывая его стоимость. Ну, а теперь давайте спорить, сколько мы готовы заплатить за вкусный десерт. На самом деле, вот бельгийский шоколад, это и вкусно, но и в то же время дорого. А здесь, мне кажется, он даже рядом не стоял, да? Вы не пробовали мои макаруны? За них бы вы отдали все, что угодно. Больше 1000, да. Я тоже думаю, что... не знаю, какое золото на вкус, но я бы лучше на шее золото носила, если честно. Маша, у тебя будет какой-нибудь десерт, состоящий из хлеба, сосиски и соленого огурца? Ты предпочитаешь соленые десерты, да? Да. У меня уже был острый десерт номер 1. А вот что дальше? Это малазийский десерт, который, если не удивит вас своим вкусом, то точно сделает это с помощью своего внешнего вида. Внешне блюдо напоминает зеленых дрожащих червей, но на самом деле это желеобразная лапша с зеленым пищевым красителем. А также в десерт входит мелко порубленный лед, кокосовое молоко и красная фасоль. Рецепт популярного в Южной Азии десерта зародился еще в начале 19 века, однако такое оригинальное внешнее оформление появилось чуть позже. Я начала с мороженого, им и завершаю. Финальный номер 5 – мороженое, на этот раз белорусское, васильковое с рожью и льном. Пару лет назад такой десерт впервые изготовили белорусы. Ранее мировые производители мороженого с таким вкусом не выпускали. Пломбир со вкусом символа страны вызвал такой ажиотаж, что за неделю после выпуска продукта в стране было продано около 100 000 порций, а это примерно 8 тонн пломбира. Поэтому желаю вам такой же сладкой недели, как 8 тонн пломбира. Ты пробовала? Я, кстати, не
не попробовала, А я, кстати, несмотря на... знаю, что они пошли потом дальше, возможно, не они, но другие производители белорусского мороженого, и создали мороженое со вкусом сыра. Но ни то, ни другое я не пробовала, потому что ты, как правильно Маша сказала, их очень быстро раскупают, найти невозможно. Я тоже не пробовала. Такой ты вот не деликатес пробовала. попробуем следующим летом. Попробуем. Мы есть мороженое не будем. Желаем всем такое попробовать. Да, Маш, спасибо большое. Тебе вкусного, во-первых. Во-вторых, плодотворного и такого хорошего этого понедельника. Ой, спасибо, и вам тоже.